Сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что никакой энергетической блокады Крыма нет и полуостров снабжается в полной мере. Однако в штабе гражданской блокады Крыма уверяют, блокада началась и до конца октября подача электроэнергии на полуостров с материка будет прекращена. С материка в Крым поставляли более 70% электричества, необходимого для потребления крымчан. Подробнее знает Шевкет Наматулаев. На выведенной в ремонт линии электропередач Мелитополь-Джанкой все еще идут восстановительные работы. На прошлой неделе одну из опор повредили неизвестные. По этой линии на полуостров поступало 330 мегаватт электроэнергии. На данный момент место аварии взято под контроль участниками гражданской блокады Крыма. Активисты разбили палатку и наблюдают за проведением восстановительных работ. Высоковольтная линия Мелитополь-Джанкой сейчас восстанавливается. Работники Укрэнерго проводят восстановительные работы. Поднимается ветка, поднимаются провода, и данная ветка будет подключена. Почему такое решение принято? Данная ветка стратегически важна для безопасности энергосистемы Украины, поэтому данная ветка будет функционировать. Они в течение сегодняшнего дня, если все-таки погода им позволит закончить эти работы, думаю, в течение завтрашних суток запустят эту ветку. Электричество в Крым поступает пока по 3 линиям. На днях планируют запустить и ту, которая сейчас восстанавливается. По словам замкомандира штаба гражданской блокады Крыма Изета Гданова, эти меры временные. Полуостров ожидает полное отключение от поставки электричества с материка. Достигнута договоренность с руководством Укрэнерго о том, что 2 высоковольтные линии, которые у нас проходят в районе Каланчака, это Каланчак-Джанкой и Каланчак-Островское, данные ветки тоже являются высоковольтными, 330 киловольт, на этой неделе будут отключены. Более того, достигнута договоренность о том, что в течение этого месяца, октября месяца, работники Укрэнерго проработают план действий по отключению автономной республики Крым от энергоснабжения. Как уже говорилось, это является методом, это является шагом к деоккупации автономной республики Крым. По словам активистов, товар хоть и в небольшом количестве все же поступает на полуостров по морю. Они уверены, его, как и прежде, переправляют в Россию. В планах активистов гражданской блокады Крыма взять под контроль порт в городе Бердянск. Единственное, что через Бердянск, потому что там порт в центре города, то есть там не проконтролируешь. Много заездов, выездов. 5-8 фур за ночь мечутся в порт. Вот это есть информация из Бердянска. Вот крымчане приезжали, говорят, что терминал уже пустой на Керченской переправе. Они же перегружали сразу на фуры, сразу на Россию. Там крымчанам вот эта продукция не доставалась. Активисты сейчас занимаются укреплением и утеплением палаток. Сейчас на блокпостах шквальный ветер и похолодало. Участники блокады устанавливают буржуйки и заготавливают дрова. Укрепляем палатки, чтобы, это еще не сильный ветер, чтобы не унесло. Сейчас будем разворачивать еще палатки, подготавливаем площадки, дрова. Дай бог здоровья волонтерам, только начинают уже подключаться. Завезли дров, продукты. Картошку, вот надо картошку утеплять. В каждой палатке у нас есть по буржуйке, по печке, ответственные, дневальные. Как в армии, как положено. Следить за теплом, за чистотой, за гигиеной. Кстати, будем строить баню. Так что мы здесь оставаемся серьезно и основательно. На всех пунктах пропуска все спокойно. На данный момент это вся информация. Мы продолжаем следить за событиями, происходящими на пунктах пропуска и в штабе гражданской блокады Крыма. Шевкет Наматулаев, Алим Абдулхаиров, Асан Иминов, Заман, АТР.